Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Углубление отношений с Китаем – приоритет российской внешней политики. В том, что эти слова с официального сайта Министерства иностранных дел России не просто декларация, сомнений нет. Разворот на восток президент нашей страны Владимир Путин анонсировал еще до начала специальной военной операции. В сложившихся же сегодня условиях Китай – главный экономический и стратегический партнер Российской Федерации, также заинтересованный в многополярном мире. Или, говоря словами президента США Дональда Трампа, у России и Китая сложился большой красивый альянс. После визита президента России в Китай, состоявшегося в начале месяца, мы ждем «Силы Сибири-2», а отмена виз уже состоялась. Буквально в прошлый понедельник Китай стал для россиян безвизовым на целый год. Можно просто сесть в самолет, поезд или автобус, спокойно путешествовать по Поднебесной в течение 30 дней. В Китае все равно, с биометрическим паспортом вы едете или нет. Главное, чтобы он оставался действительным еще хотя бы полгода до окончания поездки. А вот как это скажется на жизни нашей республики, как потепление отношений России и Китая будет отражено на жизни якутян, поговорим с гостями нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте с общего обзора начнем. Да, раз уж вот мы с безвиз начали, как вот на ваш взгляд безвизовый режим повлияет на сотрудничество между Китаем и Якутией, так скажем? Да, добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, Ирина. Действительно, с 15 сентября этого года по инициативе китайских властей был введен пробный безвизовый режим. Ну, пока говорим мы сейчас о периоде 1 год, когда будет действовать безвизовый режим именно для въезда на территорию Китайской Народной Республики наших российских граждан. Уже режим введен, первые группы туристов уже направились в Китай, которые въехали в Китай по безвизовому режиму. И, конечно же, мы говорим здесь не только об увеличении турпотока, но и в целом о повышении деловой активности. Да? И сейчас мы наблюдаем, практически 50 раз увеличились заявки туристические, да? Деловые круги, бизнес-круги тоже сейчас планируют активно уже поездки в Китай для того, чтобы налаживать и торгово-экономическое сотрудничество, и инвестиционное сотрудничество. Но если мы говорим о Китае, это, конечно, прежде всего для Якутии Китай – это основной внешнеторговый партнер нашей республики. Более 60% внешнего товарооборота республики приходится у нас на Китай. И, соответственно, у нас из года в год торговля растет, в том числе, конечно, мы говорим, если об экспорте, об импорте тоже у нас цифры растут, и, соответственно, в этом направлении очень хорошие перспективы, в том числе и для нашего бизнес-сообщества, которое сейчас, воспользуясь безвизовым режимом, более активно будет со своим китайским партнером взаимодействовать. Я бы могла добавить, что, безусловно, это скажется положительно на обмене академическом, научном. То есть это будет в любом случае благоприятно для образовательных проектов и в целом сотрудничества вот в сфере образования. По деловой части, может, Северный форум что-то скажет? Да, сейчас идет очень большая работа по продолжению сотрудничества и по теме Арктики и северных регионов наших китайских партнеров с разных сфер деятельности. Это и официальные лица, и наука, и бизнес очень интересуются как раз арктическими делами. И это интересно, потому что Китай принял свою арктическую стратегию, белую книгу по арктическим делам в 2018 году. Поэтому сейчас, конечно, то время, когда уже есть что-то налаженное, и в продолжении всего этого, конечно, и Северный форум, и Северо-Восточный федеральный университет, и в целом Якутия делают все возможное для того, чтобы, ну, скажем так, вот этот самый поворот на восток, который уже совершился, продолжался в достаточно таком ровном, хорошем, да, настрое, в позитивном русле. И здесь хотелось бы добавить то, что как Северный форум мы проводим межстрановые мероприятия. И одно из первых у нас прошло в Китае в 2024 году. В прошлом году мы вместе, получается, с нашими регионами, и Якутия была среди участников нашего региона, Гаврил Витальевич лично был, и Джилстан Анатольевич Борисов возглавлял делегацию Якутии, первый зампред Якутии. И мы провели Северный форум Китай.
Вот. Мы проводим в разных странах, как я подчеркнула уже, и там были достигнуты определенные договоренности по всем направлениям, которые могут касаться нас. В частности, здесь и по-деловому вы правильно говорите, это XY Group, группа Сюань-Юань и научное сотрудничество. В Северном форуме появилась структура Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. Инициатором выступил Северо-Восточный федеральный университет. И при поддержке Северного форума мы очень хорошо движемся как раз вот по арктической науке. И по академическому, я думаю, обмену тоже очень будет много интересного в последующем. А по образованию? Ну, понятно, что для студентов все равно нужны визы, по-прежнему, студенческие визы там специальные и так далее, но все равно, наверное, как-то это облегчит, ну, по крайней мере, первые ознакомительные поездки. Да, конечно. Добрый вечер всем, добрый вечер, Ирина. Конечно, образовательный вот наш центр только 2-й год работает, достаточно молодой, и этим летом мы уже вывезли более 50 школьников на летний отдых в Китае. И, конечно же, требовались визы. То есть это, конечно, было время, деньги родителей. В любом случае, это сейчас все упростит. Да, для студентов, вы правы, для студентов требуется также опять виза. Если это длительное обучение, то там виза формата X1, X2, то есть все как прежде остается. А именно краткосрочные поездки, то есть это вот летняя школа, какие-то стажировки, то это, конечно, гораздо упростит. До 30 дней, да? Да, до 30 дней. Да, я бы хотел добавить тоже, Инна, наши китайские партнеры тоже просят тоже проводить разъяснительную работу, вот именно по безвизовому режиму, да. Понятно, что безвизовый режим введен сейчас только для тех граждан, которые направляются в Китай с туристическими и деловыми целями, да, ну, на период до 30 дней, да, нахождения один раз. Ну и в то же время не разъясняет, что вот эти периоды нахождения в Китае они не будут копиться, как бы не ограничено. Ну, то есть одна поездка, один заезд должен быть не более 30 дней, после этого тоже можно То есть в год въехать. можно Да, несколько да. раз. А для тех, кто действительно направляется на учебу, целью трудоустройства, либо на лечение, то режим остается тот же, процедура та же, надо оформлять визу. Ну и плюс, конечно, есть еще такой нюанс. Граждане, которые хотят, например, посетить Тибетский автономный район, тоже необходимо там уже внутри, когда уже заехал в Китай, оформить специальное разрешение в виде туристического ваучера. Ну, это касается только вот одного автономного района в Китае, да, который, ну, специальный режим въезда для иностранных граждан, да. Поэтому это тоже надо учитывать при планировании своих поездок, да. А вот в течение этого месяца можно будет выехать из Китая и вернуться обратно? Конечно, можно будет выехать, например, в другую страну и обратно въехать, но это уже будет уже как бы второй въезд, да. То есть будет уже отчитываться другой период в 30 дней. А вот про Северный форум и вообще про интерес Китая к Арктике вот хотелось бы поговорить, потому что, ну, казалось бы, вот где Северный форум, да, где арктические страны, и где Китай, у которого территории в Арктике нет. Тем не менее, они проявляют интересы к Северному морскому пути и к природным ресурсам нашим. Вот что там такого в этой белой книге? Ну, в белой книге Китая изначально всех удивило, весь мир, что Китай считает себя околоарктической страной. Так заявлено в их белой книге 2018 года. Далее, конечно, два приоритета ставятся. Это Северный морской путь. Самый короткий путь транзитный с востока на запад и обратно. Он в 2 раза короче, чем через Суэцкий канал, а морские торговые пути, они самые используемые в мире, да, и самые по дешевизне эффективные, доступные, да. Вот, конечно, Северный морской путь имеет право стать одним из таких вот важных путей, проходов, да, международных с точки зрения торговли. Но наша страна, подчеркну, считает Северный морской путь своими внутренними водами. Поэтому у России будет преимущество в данном плане, что мы будем пропускать вот эти вот морские транзиты, да, торговые. Ну и второй приоритет, который ставят китайцы во главу угла, это изменение климата. В мире происходит изменение климата у каждого по-своему, но в Арктике, можно сказать, происходит все то самое, что нужно изучать, поскольку изменение климата на планете, то самое пресловутое глобальное потепление климата, зависит от таяния льдов.
И вот в Арктике наибольшая концентрация как раз льдов, которые тают. Также в мире, конечно, есть Антарктида, есть третий так называемый полюс, это горы. Ну и, конечно, наша Арктика. А наша Арктика, почему говорю? Ну, вот, находясь в Якутии, у нас 40% территории находится в Арктике, поэтому мы самый большой регион мира, который находится в Арктике. Отсюда, конечно, есть огромный интерес Китая, поскольку, ну, если географически посмотреть, Китай находится южнее России, а конкретно южнее Якутии. Географически мы можем тоже так сказать, поэтому Якутия может спокойно стать мостом между Арктикой и Россией, между Арктикой и Азией, и даже между Арктикой и Востоком и Европой, да, если учитывать Северный морской путь. Спасибо. Может, кто-то еще добавит, Гаврил Витальевич? Наверное, ну да, как Дарьяна сказала, действительно, сегодня Китай является, наверное, можно сказать, основным пользователям вот, инфраструктуры Северного морского пути, да, это, конечно, диверсификация их экспортного потенциала Китайской Народной Республики, потому что, ну, не секрет, конечно, Китай для России является основным внешнеторговым партнером, да, но Китай активно торгует с теми же Соединенными Штатами, с Европой, и, соответственно, они заинтересованы в диверсификации вот этих транспортных маршрутов, и, соответственно, в рамках вот их стратегии работы вот с арктическими регионами, конечно, это очень активно происходит. Ну и, конечно, наука, экология тоже для них это все интересно. У нас, вы знаете, с Китаем реализуется очень интересный экологический проект. Это по сохранению восточной популяции сибирского журавля, стерх. Мы как раз работаем здесь и на межрегиональном уровне с провинцией Цзиньси, где как раз наши стерхи зимуют, да, как раз сейчас идет вот миграция в ту сторону, да, и, соответственно, у нас в 2019 году еще было подписано соглашение. В прошлом году мы на межрегиональном уровне с провинцией Цзиньси тоже подписали соглашение о сотрудничестве, где, конечно, основной пункт у нас вот как раз программа по сохранению стерха. И, конечно, результат уже есть. Вот последние данные последнего мониторинга, если мы, например, говорим о периоде там 15 лет назад, 20 лет назад, да, когда где-то практически на грани вымирания, да, стали наши стерхи, 1500 особей мониторили, то по данным последнего мониторинга уже 7000, да, то есть в разы. Ну, это, конечно, говорит о том, что и меры были приняты у нас в стране, в республике, ну и, конечно, в Китае тоже принимаются очень большие меры по сохранению именно этого вида птицы. И, конечно, в этом году мы тоже планируем подписать соглашение между уже национальными парками, как раз вот по мониторингу и сохранению уникального вида птицы, священного символа нашего народа. Давайте продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Программа «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать отношения России, Китая и роль в них Якутии. Нам известно о сотрудничестве Якутии с отдельными китайскими провинциями, о сотрудничестве города Якутска с отдельными китайскими городами. Вот может ли Якутия в будущем стать платформой для реализации каких-то совместных проектов в рамках Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь»? Ну, мы уже тут, если говорить в целом о роли Якутии, конечно, российско-китайских отношений, конечно, учитывая наше, наверное, географическое положение, наш экономический потенциал, промышленный потенциал, конечно, роль очень велика. Ну, чего стоит только вот проект «Сила Сибири», да, Восточная Сибирь, Тихий океан, да, когда и наш якутский газ поставляется в Китайскую Народную Республику, да, по Силе Сибири, да. Это тоже такой большой, самый такой, наверное, один из больших таких мировых международных проектов, которые существуют сегодня, да. Аналогов таким проектам, наверное, нет. Ну и, конечно, в целом Якутия, вот по линии побратимской связи, если мы говорим, да, сегодня 19 муниципалитетов имеют побратимские связи с 23 муниципалитетами в Китае.
Мы вот перекрестные годы у нас как раз идут сейчас культуры в России и в Китае, да. Мы в рамках этих мероприятий тоже провели огромное количество мероприятий, в том числе и, конечно, в прошлом году мы перекрестно тоже провели международный форум Якутия, провинции Китая, по братимские связи ради развития российско-китайских отношений. Тоже это такое было знаковое мероприятие, которое было оценено тоже и на высшем уровне, и у нас здесь, и в Китае. В области побратимской связи, наверное, мы, если брать другие регионы, если мы, наверное, на таких передовых позициях стоим, да, и действительно у нас есть у муниципалитетов хорошие проекты, да, в том числе, которые завязаны на развитии инфраструктуры на местах, да. Ну и, конечно, Дальний Восток, конечно, в первую очередь, он ближе всего к Китаю. У нас, например, прямой рейс 2 раза в неделю летает, в Харбин летит всего 2 часа. В Москву мы летаем 6-7 часов, да. Вроде бы близко, но в то же время, конечно, конкуренция среди регионов очень высока. Есть приграничные регионы, это Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, да, которые тоже активно реализуют проекты приграничного сотрудничества. Было принято решение, что международный центр российско-китайского сотрудничества будет создан в Благовещенске, так как он ближе всех находится, и инфраструктура позволяет, там сейчас уже и автомобильный мост работает, да, 2 берега 2 стран связывает. Будет канатная дорога открыта, да, первая в мире трансграничная канатная дорога. Да. Ну и, конечно, выбрали Благовещенск вот таким центром, где будет развиваться китайско-российское сотрудничество. Но, конечно, мы будем в этом тоже активно участвовать. Да. Как раз вот на полях Восточного форума в рамках сессии Совета по российско-китайскому сотрудничеству мы это обсуждали. И, соответственно, мы там договорились, что, в принципе, используя возможности всех дальневосточных регионов через вот этот создаваемый российско-китайский центр сотрудничества, мы будем все эти наши проекты продвигать. Получается, у приграничных территорий больше преимуществ, вот, но у нас есть Арктика, вот, и у нас еще все-таки мы же национальная республика, мы же азиатский тоже регион. Есть такое, вот, может быть, что азиатам как-то проще друг друга понять? Но мы в глазах китайцев мы все равно все россияне, да, и тут, ну, конечно, есть и, может быть, более так, ну, на человеческом уровне, да, на уровне восприятия, может быть, есть такие, наверное, возможности более как-то какие-то близкие связи, какие-то, может быть, на основе этого тоже. Но это, наверное, в области, наверное, психологии каких-то межличностных отношений, да, такое есть. Да, но все-таки, да, республику нашу в Китае знают и относятся тоже к нашей республике очень хорошо, питают очень такие теплые братские чувства к нам, да, и действительно это нам тоже помогает в том числе и реализовывать какие-то совместные проекты, завязывать новые связи, устанавливать новые контакты, да, это, конечно, помогает тоже. А какой-то ожидается экономический эффект, вот, не знаю, может, инвестиции китайские к нам придут? Что-то такое, что-то ожидаемое? Ну, с Китаем-то мы работаем давно, и, конечно, и китайские инвестиции в республике есть. Есть совместные проекты, в том числе и по... Ну, одно дело, когда мы смотрим период, когда мы начали активно, это уже почти 30 лет прошло, наверное, да, как мы начали с Китаем активно работать. Были разные проекты. В рамках территории ближайшего развития тоже были проекты, но, к сожалению, сейчас этот проект закрылся. Да. Сейчас мы новые проекты тоже реализуем и по сборке мототехники здесь, и по строительству, по каким-то другим проектам. Большие перспективы у нас по сфере промышленности, совместное освоение там, природных ресурсов. Да. Это все у нас в работе. Я думаю, что те условия, которые сейчас созданы, и те отношения, которые сейчас называются отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, вступающего в новую эпоху между нашими странами, да, они нам, конечно, позволяют сейчас говорить уже о совершенно других
другого качества проекта, который действительно сейчас будет нести, наверное, в том числе и инвестиции в нашу. По торговле у нас уже хорошие результаты, и я думаю, что торговля у нас только будет расти. И, конечно, цель у нас прежде всего и развивать не сырьевой экспорт, потому что в основном, конечно, сейчас мы сырье поставляем в Китайскую Народную Республику. Не сырьевой экспорт у нас тоже немножко растет. Производители наши предлагают новые уникальные продукты, которые интересны на китайском рынке. Да? Что, например? Ну, всегда были уникальны наши продукты, как бивни мамонта, кости мамонта, да, полуфабрикаты из них, которые, ну, в основном потребитель сейчас в мире Китая, да, экологически чистая наша продукция, да, конечно, в небольших объемах, ну, начиная там от рыбы, мяса, заканчивая там медом, какими-то другими нашими продукциями, да, небольшие количества, потому что мы сейчас пока не можем тот объем, который необходим произвести, да, но мы к этому стремимся, благодаря вот тем же стратегическим указам главы по развитию местного производства, где у нас есть направление по созданию новых экспортно-ориентированных производств, да, и потихонечку вот это все у нас развивается, производится, и, конечно, я считаю, что наша продукция якутская именно под брендом «Сделана в Якутии», она всегда будет востребована у китайцев, у китайского потребителя, да, и тем более сейчас в Китае идет прямо бум на импортную продукцию, в том числе на продукты питания, да, и в рамках этого, в том числе пользуясь инструментами Российского экспорт-центра, у нас Центр поддержки экспорта создан, да, все условия для этого создаются, и мы увеличим количество наших экспортеров, увеличим ассортимент той продукции, которую мы экспортируем в Китай. Я бы хотела коротко добавить то, что сейчас готовится проект международный по биофармакологии, то есть это по северным растениям. И китайские партнеры, ну, несколько у нас, и Чинчунский университет, и океанологический университет Китая, и, насколько я помню, Сюань-Юань, были готовы сотрудничать с Якутией и, в частности, с Северо-Восточным федеральным университетом по поводу вот как раз вот изучения северных растений и их свойств. То есть китайцы достаточно модные, я так понимаю, да, на здоровую продукцию именно сейчас, да, общества. Поэтому, возможно, и такие будут проекты. И я хотела бы еще обратиться, потому что Гаврил Витальевич рассказал, вот переход, по-моему, Джлинда-Махе, да, там что-то планировалось или как? Вот, да, это как раз наш совместный проект с Амурской областью, с Китайской Народной Республикой, как раз по созданию нового международного транспортного коридора в районе Джлинда-Махе, это Амурская область. Этот проект именно будет завязан на расширение вот, транспортной логистической инфраструктуры для поставок именно продукции в Китай. Да? Этот проект уже сейчас начал реализовываться. На первом этапе мы предполагаем, что в районе Джлинда-Махе будет построен понтонный мост, ну, временный, да, сезонный мост, который можно будет, через который поставлять продукцию через реку Амур. Да. На втором этапе уже планируется строительство железнодорожного моста. Да. Сейчас идет активное обсуждение. Это тоже даст возможность как бы увеличивать объемы. Ну, если объемы будут увеличены, ну и, соответственно, поступление от продажи. Ну и вот, как вы сказали, что примерно лет 30 мы сотрудничаем с Китаем тесно, и примерно лет 30 сотрудничаем в области образования тоже, да? То есть у нас есть целый, не знаю, бриллиантовый цирк, да, который, ну, буквально вырос на пекинской вот этой цирковой школе. И наверняка таких примеров еще много и предстоит. Вот в чем, что больше всего интересует наших студентов, ну, тех из Якутии, да, чему они хотят в Китае обучаться, и что интересует китайских студентов, потому что я знаю, что их в СФУ довольно много. Вот такие вопросы у меня к вам, Хороший дамы. вопрос. Я, наверное, отвечу, да, на него начну, потому что про китайских студентов именно в СФУ я сказать точно не могу, но я знаю, что они есть, конечно, безусловно. Что касается наших студентов, ну, я уверена, что большинство студентов поступают в Китай, потому что это перспектива. Это большие возможности для развития, в любом случае потенциал. Зарплата там X3, если ты знаешь китайский язык, да. И, ну, если быть, конечно, честным, то отсутствие ЕГЭ, когда ты поступаешь, то есть там ЕГЭ не требуется, да. Ну, как бы для кого-то это проще, для кому-то это не нужно, но, тем не менее, в Китае он очень доступен в плане образования.
И я думаю, что именно наши студенты, они едут туда, чтобы, во-первых, выучить язык и по всему миру работать, потому что китайцы есть везде, и по всем направлениям сотрудничества имеется. Поэтому вот даже наши школьники, которые едут на профобразовательные туры в Китай, они просто знакомятся с вузами. То есть посещают кампусы, видят их и уже просто хотят учиться там. Ну, то есть тут много причин, почему они туда едут. Даже все равно на какую специальность, да, лишь бы китайский. Да, но в основном, да, мы сегодня наблюдаем, да, именно вот такой интерес со стороны наших абитуриентов, студентов, которые хотят получить образование в Китае. Правильно сказали, в первую очередь, конечно, целью изучить китайский язык, да, который сейчас востребован. Ну и, конечно, второе, выбирают такие, ну, в основном технические специальности тоже, да. Мы примерно тоже с помощью наших представительств в Китае тоже ведем с ними работу. Примерно мы оцениваем, сколько там у нас находится студентов из Якутии. Наверное, мы сейчас можем говорить уже более 1000, наверное, ребят из Якутии обучаются в разных вузах Китая, потому что Китай огромный, большой, там предложения получить образование очень много, да. И, конечно, тут я бы, конечно, тоже, с одной стороны, как бы это хороший такой тренд идет, да, получить зарубежное образование, но с другой стороны, конечно, я всегда, когда ко мне обращаются за советами, я всегда советую, чтобы все-таки базовое образование получить у нас, да, на родине, либо российское образование, а уже потом какие-то магистранские программы или такое, пожалуйста, можно там получить. Я думаю, это будет, наверное, более так правильно и более, ну, для студента, для молодого человека, наверное, чтобы не отрываться от наших реалий, каждодневных, ежедневных, да, все-таки в нас получить базовое образование, потом уже там дополнительно получать, да. Потому что, не секрет, конечно, бывают и разные случаи, да, в том числе с участием наших студентов. Мы это, конечно, всегда, когда обращаются к нам и родители, родственники, всегда приходим на помощь, содействуем в решении каких-то тех или иных вопросов, да. Ну и, конечно, надо осознанно подходить к выбору своей будущей профессии, да. И в том числе, конечно, если ты решил получить образование за рубежом, надо тут, конечно, хорошо подумать. Здесь все за и против. Конечно. Сможешь ли ты потом с этим образованием найти работу в России, да, по Потому что специальности? есть много примеров, разных примеров, да. И то, что вы сказали про ЕГЭ, понятно, что наши студенты едут туда обучаться на коммерческой основе, да. Те, кто имеют возможность заплатить за получение образования в Китае, они едут туда. Конечно, поступать там обязательно год необходимо изучать китайский язык, а уже потом на второй год, если ты решил дальше, да, уже поступаешь на бакалаврские программы и выбираешь специальность, по которой ты будешь обучаться. Да. Это тоже надо учитывать, соответственно, год заложить надо, да, что для изучения китайского, потому что в Китае основное базовое образование все-таки всегда ведется на китайском языке. А если магистранские программы, уже там есть выбор. Можно на китайском, либо на английском выбирать тоже, как ты будешь получать образование. Давайте мы продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы обсуждаем отмену виз для россиян в Китай, российско-китайские отношения, роль в этом Якутии. Перед тем, как уйти на перерыв, обсуждали студентов, наших студентов в Китае, китайских студентов здесь. И вот как раз про китайских студентов здесь хотелось спросить у Елены. Я бы хотела добавить, да, я тоже согласна и поддерживаю мнение Гаврила Витальевича. Дело в том, что получить фундаментальное образование необходимо, скорее всего, на своем родном языке и уже впоследствии повышать квалификацию. На самом-то деле Северо-Восточный федеральный университет имеет давнюю связь с Китаем, сотрудничает с более чем с 30 университетами Китая. И на стажировку могут поехать студенты не обязательно языковых институтов или факультетов. То есть это на самом-то деле доступно и для технических специальностей в том числе. Что касается выпускников именно языковых специальностей, наши студенты имеют очень хорошую возможность участвовать в грантовых программах.
и Министерства образования Китая, и других фондов, и впоследствии выезжают для получения уже магистерской степени и участия в каких-либо научно-исследовательских, скажем, проектах. Значит, а что касается заинтересованности именно граждан Китая в получении именно высшего образования в России, это действительно очень востребовано. У нас достаточно большой, высокий процент академической мобильности и очень большой поток желающих. Дело в том, что я могу с уверенностью сказать, что образование российское, в том числе образование именно Северо-Восточного федерального университета, оно конкурентоспособно. И поэтому желающие получить магистерскую степень, их очень много и приезжают прямо академическими группами. И наш университет, он предполагает реализацию специальных образовательных программ, именно направленных на студента из Китая. И вообще, в целом, для адаптации студентов из других зарубежных стран действует очень много программ, которые помогают адаптироваться, потому что понятно, что регион интересен для других стран, немного экзотичен, да, этим, может быть, происходит какой-то выбор, да, в том числе, но, тем не менее, у нас достаточно хорошие программы именно для того, чтобы учиться и получить высшее образование именно у нас в России. А в целом, еще хотела добавить, что лидеры наших стран договорились о том, что в 2026-2027 годах будут проведены перекрестные года образования. И предполагается, что это тоже будет способствовать академическому сотрудничеству, да, увеличению каких-либо деловых связей. Это ведь намного упростит участие, допустим, ученых в каких-либо научных мероприятиях, тех же конференциях, круглых столах. И это будет способствовать повышению интереса не только региональному, я имею в виду, допустим, если мы говорим на уровне провинции и региона, но и в целом наших стран. Но если наших студентов в Китае интересует прежде всего китайский язык, то можно ли то же самое сказать о китайцах? Их интересует прежде всего русский язык, нет? Нет. Программ на самом-то деле много и по экономическому образованию. Вот на прошлой неделе был открыт Российско-Китайский институт перспективных исследований. Они будут заниматься именно в сфере инженеринговых исследований. В целом, на самом-то деле, и по педагогическому образованию приезжают, получают образование, и по экономическому направлению. На самом-то деле программ достаточно много. Ну что ж, я теперь предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали, то есть к новым правилам въезда в Китай, и предлагаю обсудить их с нашим китайским коллегой Хан Сюнлином. Он у нас на связи со студией. Коллега, приветствую. Какой, на ваш взгляд, вот это вот коллега, решение? Здравствуйте. Это действительно важный шаг для упрощения передвижения людей между Китаем и Россией. Безвизный режим для россиян действует от 15 сентября нынешнего года до 14 сентября следующего. От оформления виз освобождены владельцы обычных российских загранпаспортов, которые приезжают в Китай на срок до 30 суток в деловой и туристической целях для посещения родственников и друзей, а также в рамках обмена визитом и для транзитного проезда. Президент России Владимир Путин 4 сентября поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за такое решение. По словам российского лидера, Москва ответит на этот шаг зеркально. Безусловно,
Эта мера подстегнет и так стремительно растущий турпоток. Согласно статистике, в прошлом году Китай принял более 1,5 миллиона туристов из России. Это на 115% больше, чем за 2023. Как рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламицы, по итогам этого года на фоне введения безвизового режима этот показатель может превысить 2 миллиона. Я сам часто общаюсь с друзьями из России, и многие из них с энтузиазмом восприняли новости о безвизе. Теперь не придется тратить на формальности ни деньги, ни время. Можно просто собрать чемодан, купить билет на самолет и прилететь. Направления для путешествий в Китае более чем достаточно. Судя по статистике, в первую десятку по популярности в России входит Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу, Харбин, Шэньчжэнь, Сиань, Чжанцзяжи, Чэнду и Ханчжоу. Даже популярные населенные пункты неподалеку от границы, в том числе Хунчжун в провинции Цзилин, где в межсезонье русских туристов бывает больше, чем китайских, и Хэйхэ, через реку от Благовещенска, где повсюду можно увидеть вывески на русском языке, и местные с удовольствием общаются с туристом на русском. Китайские эксперты призывают туроператоров и административные власти различных регионов воспользоваться шансами, которые можно принести в увеличение турпотока и совершенствовать инфраструктуру, создавать турпродукты, ориентированные на конкретную аудиторию. Так, профессор Института международных стратегических исследований партийной школы при ЦК КПК Цо Фэнжун отмечает, что российские туристы при планировании поездки уделяют большое внимание климатическим особенностям местности и призывают делать убор на пляжный отдых на юго и юго-востоке страны в зимний период и на маршруту по северу Китая летом. Безвизовый режим – это увеличение не только туристических, но и гуманитарных и деловых поездок, а следовательно более тесной связи между странами во всех сферах. Согласно данным опроса Фонда общественного мнения, более 77% респондентов считают Китай дружественным России государством. В контексте растущей волны глобального торгового протекционизма Китай усиливает открытости, а поэтому свидетельствует пилотная политика по введению безвизового режима. Мы ожидаем более показательных результатов сотрудничества между Китаем и Россией, более тесных взаимодействия между народами двух стран. И, конечно же, приглашаем российских друзей чаще приезжать в Китай. Коллега? Спасибо, Сесени. Ну вот, говоря о сотрудничестве разном, мы тоже со своей стороны, как национальная вещательная компания, сотрудничаем вот с китайским русскоязычным телеканалом. Показывали они наши сюжеты, их про ИСЭХ, например, и так далее, их это интересует. Как раз сюжет был, по-моему, в этом году же наша страна отмечает великие даты, связанные с 80-летием Великой Победы, 80-летием Победы в антияпонской войне. И как раз в честь этой даты Центральный комитет КПК Китая, они учредили памятные медали, которые в том числе были переданы нашим ветеранам. Да? И уже и в Неринге, я знаю, в Якутске, в Вилюйске уже такие передали медали, и тоже сюжет снимали. Я думаю, мы тоже, коллеги, мы поделились, там тоже, думаю, покажут такие хорошие сюжеты. Спасибо. Да, я хотела бы добавить, и как Северный форум, и как СВФУ, что делают, да, в этом направлении. Северный форум сейчас готовит в конце октября деловую поездку для наших чиновников, не только якутских, по всем регионам Северного форума. Но это все благодаря тому, что визы отменились. И мы видим то, что наши российские коллеги из разных регионов, они как-то так очень активно соглашаются поехать в Китай, да, нежели чем это раньше было. Вот. Сама поездка будет по поводу ознакомления с Китаем. Вот. То есть китайцы уже выделяют финансирование отдельное для того, чтобы нашим российским пока уже официальным лицам или, может быть, научным, да, сферам уже выделить какое-то вот такое вот отдельное грантовое, да, сопровождение. Вот. Кроме того, я хотела бы сказать то, что по деловым контактам здесь у нас есть еще даже по автоконцернам. Недавно была делегация из Джили в Северо-Восточном федеральном университете, да, и
Кроме того, мы работаем по материаловедению, то есть будем работать и с химиками, которые что-то делают, да, именно в научной среде. Ну, то есть очень много таких, мы много говорим об инициативах, да, но мне кажется, то, что вот в ближайшее время мы прямо увидим результаты вот по всему этому. И я думаю, по образованию, да, у нас тоже в разных вообще есть ипостасях. Вот, допустим, у нас, я сама еще руководитель магистерской программы «Арктическое регионоведение» в СВФУ. У нас до недавнего времени были только английский и французский языки, потому что в Канаде, например, французский. Теперь мы перестроились, у нас теперь английский и китайский язык. Вот. Ну, правда, 2 года магистратуры всего, но, тем не менее, мы рассчитываем, что наши ребята могут дальше поехать, учиться. И я думаю, что это не единственная программа, да, вообще по России и в СВФУ, которая вот будет стремиться изучать китайский язык. Поэтому, мне кажется, Елене Степановне сейчас нужно будет оформить такой целый пул преподавателей, которые будут обучать китайскому языку. Да, это действительно так. Интерес к китайскому языку был уже давно, но сейчас он в разы увеличился. Это не только студенты, которые хотят поступить, это и население в целом, которые хотят изучить китайский язык на уровне пользователя, уверенного пользователя, в том числе и для туристических поездок. И в целом безвизовый режим, он и приведет еще к увеличению какого-то культурного обмена, потому как у нас предполагаются и совместные культурные проекты. Знаю, что вот Агики тоже на днях будут Как раз встречать 30 делегацию. сентября приедут артисты Харбинской консерватории, Да. и будут давать большой концерт в театре оперы и балета. Ага, ну вот на этом можно и как раз и закончить, наверное. 30 сентября в Театре оперы и балета концерт Харбинской консерватории. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.